Здравствуйте, в эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. Сегодня в городе Якутске открылся ежегодный гражданский форум 2023 «Человек труда. Новые вызовы и возможности», посвященный Году труда в Республике Саха-Якутия. У нас в студии гость форума Михаил Половинка, председатель Общественной палаты Еврейской автономной области, президент Союза торгово-промышленной палаты Еврейской автономной области. Михаил Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Глава Якутии Сан Сергеевич Николаев объявил 2023 год годом труда. Этой теме и посвящен нынешний форум. Вы выступили на площадке «Сделано в Якутии, сделано в России. Выбираем свое». О чем вы там говорили? Во-первых, мы очень признательны, что нас позвали на форум. Я первый раз в Якутске, и по большому счету мы приехали в меньшей степени показать себя, а наоборот посмотреть, как здесь ведется работа с общественностью, чтобы, возможно, лучшие практики, все самое интересное попробовать применить у нас, а возможно реализовывать какие-то совместные проекты. А у вас в области тоже проводятся подобные гражданские форумы? Каким темам они посвящаются и кого вы приглашаете? Несколько лет мы проводим форум, к сожалению, ковидная повестка, да, она вносила коррективы, но тем не менее форумы проводятся. И были православные направленность, межконфессиональный форум второй был, семейный форум. Подписано было соглашение о поддержке традиционных семейных ценностей между конфессиями и общественными организациями. Ну и участвуют не только общественность автономии, но и приглашаем из других регионов, и из Якутии у нас тоже гости бывали. Вы помимо Общественной палаты области возглавляете еще и торгово-промышленную палату региона. Расскажите о ее деятельности. Мы, как объединение, представляющие интересы предпринимательского сообщества, и в силу того, что я совмещаю и работу в общественной палате, как раз ставим задачу для того, чтобы направить работу предпринимателей, в том числе и на социальные какие-то проекты, на социальный бизнес, имеющие значение для региона, там, где не всегда они прибыльны и имеют коммерческую какую-то основу, но при этом социально значимы для населения. При поддержке правительства области, Центра «Мой бизнес», инструментов самых разных фондов, в том числе и федеральных, пытаемся объединить бизнес и социальные проекты на каких-то площадках. Выяснилась одна интересная вещь. Несмотря на масштаб, отличается масштаб объективно в Республике Якутия и у нас в Еврейской автономной области. Тем не менее, проблемы примерно одни и те же. Сегодня очень много обсуждалось того, что не хватает кадров. Я рассказал, как мы решали эту проблему. У нас есть несколько предприятий, локомотивов экономики региона, при населении в 150 тысяч предприятий, на котором работают 1700 человек. Это один из основных работодателей в регионе. И мы, и по линии общественной палаты, и через торгово-промышленную палату объединяем усилия, и порядка 200 на этом предприятии, порядка 200 индивидуальных предпринимателей и субъектов МСП на подряде осуществляют какую-то деятельность, начиная от рабочей одежды, заканчивая продуктами питания, крестьянско-фермерские хозяйства, проекты, связанные с обучением, то есть за счет предприятия на базе нашего университета, когда не было таких специальностей горных в регионе, да, и получается так, что предприятие за свой счет на базе университета открыло специалитет по горному делу, и ребята и девчата наши учатся там с гарантированным трудоустройством потом на предприятии. И таких примеров несколько, я о них сегодня рассказал. Михаил Юрьевич, а как вы в целом оцениваете активность ваших земляков, населения области, как участвуют в выборах, проявляют ли инициативу? Это часть работы общественной палаты, поскольку на нас возложена функция общественного наблюдения, и мы напрямую вовлечены в этот процесс. С точки зрения, в первую очередь, обеспечения законности и прозрачности процедуры голосования. Как правило, всегда явка и активность в регионе большая, несмотря на то, что у нас всего 182 участка, и по сравнению, опять-таки, с вашим регионом масштаб
меньше гораздо, тем не менее, все равно те вопросы, которые возникают, они примерно похожи. Мы обеспечиваем гласность, мы обеспечиваем доступность и все, что с этим связано. Есть активность, явка хорошая, ну а результаты, за них уже отвечают кандидаты, партии, это их специфика. Наша задача обеспечить наблюдение общественное. Какие методы поддержки и инициативы? Общественные. Ну, потому что я в двух ипостасях, да, через грантовую поддержку. У нас буквально вот недавно создан региональный ресурсный центр, на базе которого наши общественники проходят обучение. И сейчас как раз такое обучение проходит, чтобы понимать, как качественно подавать заявки на гранты. Мы привлекаем специалистов из других регионов, активно обучаемся. Есть очень большая история у региона, и в том числе учимся писать гранты и по линии патриотического воспитания, молодежной политики, культурных традиций, все-таки еврейская автономная область, и мы стараемся поддерживать те традиции, которые всегда были на территории региона. Поддерживается ли деятельность общественных организаций грантовой политикой в вашем регионе и в том числе по патриотическому воспитанию молодежи? Собственно говоря, то, о чем я только что сказал, мы как раз поставили себе такую задачу вести просветительскую работу, чтобы не возникало такого впечатления, что грант написать это легко. Очень многие считают, что вот написали грант, и вот его сразу победили, получили. Не все так просто. Это конкурентная среда, это общий бюджет, который выделяется не по принципу там определенная сумма на регион. Нужно защищать свою идею, нужно качественно ее представлять. И мы сейчас над этим работаем, чтобы вот в этом конкурсе, который сейчас проходит, выступить достойно, скажем так, и максимально эффект присутствия обозначить, чтобы большее количество заявок было одобрено. И уже потом, как общественная палата, участвовать в их реализации, помогать общественным организациям, которые заявлялись на конкурс, чтобы потом хорошую репутацию сделать и еще снова выходить на эти конкурсы. А что интересного предлагают жители? В первую очередь, это вопросы, связанные с традициями, которые на территории области есть. Нужно понимать, что до того, как был создан биробиджанский проект в 20-е годы прошлого века, территория осваивалась казаками, местное население, да, коренные малочисленные народы, которые там жили. И вот наши общественные организации как раз и пытаются совместить в своих проектах те культурные традиции, ту историю и передать ее подрастающему поколению, чтобы они знали о своих корнях. Вот это, наверное, один из приоритетов. У вас есть проблемы маленьких сел? Конечно. Несмотря на то, что мы компактный регион, маленькие села есть, и не везде есть качественный интернет. Я искренне повторюсь, то, что просто масштаб проблем, которые сегодня обсуждались, у нас немножко меньше. Но они как под копирку одни и те же. И было очень важно послушать, как они решаются здесь, какие лучшие практики можно почерпнуть, чтобы решать их у нас. Там где-то нет Ростелекома, где-то у вас спутниковая связь. Как это у вас работает? Как вы договариваетесь с местными властями, с общественностью? По каким принципам тот же там условный Ростелеком или другой оператор учитывает потребности? Там, да, есть села по 10, по 15 человек, совсем небольшие села есть. Да, есть небольшие поселки, до которых, в принципе, из коммерческих соображений никогда высокоскоростной интернет не дойдет. И вот сегодня я очень много интересного почерпнул для того, чтобы разговаривать у нас, когда вернусь в Биробиджане, как решать проблемы удаленных сел и обеспечение их высокоскоростным интернетом. В августе нынешнего года Общественная палата Якутии проводит форум сообщества. Планируете ли вы участвовать в этом мероприятии? Обязательно планируем и думаю, что привезем уже весьма существенную делегацию, представленную из общественных организаций разных и по работе, и по возрастному принципу, и привезем и молодежь, и привезем и социальные проекты какие-то, потому что
одного председателя общественной малой для восприятия опыта мало. Нужно сюда, можно сколько угодно проводить онлайн-конференций, совещаний, но воочию все увидеть, как живет республика, какие у нее достижения, как она решает проблемы, чтобы, возможно, на ваших ошибках поучиться не допустить их у себя, поделиться своей болью. Вот, да, обязательно приедем. А может ли ваша поездка вот сегодняшняя в Якутию подготовиться к форуму сообщества? Поможет ли? Ну, я надеюсь, я точно буду на Совете Палаты выступать. Мы готовим пленарное заседание Общественной палаты, в ближайшее время состоится. И я там буду, конечно, выступать, и более того, в рабочем режиме. Понимаете как, у нас компактный регион, мы редко стараемся проводить вот такие прямо большие-большие совещания. Как я сегодня сказал, у нас многие вопросы решаются в режиме рукопожатия. То есть мы в ежедневном режиме с многими общаемся персонально, и собирать совещания для чего-то, но там где-то уже закрепить какое-то решение нужно. А ежедневное рабочее обсуждение тех или иных вопросов, оно проходит вот в таком простом полубытовом иногда даже, да, режиме. И ну, у нас оно продуктивно. Да, где когда населения много, города большие, там так не всегда получается. Я тоже сегодня про это рассказывал. Ну, понравилось, надеюсь, мое выступление в той части, что есть вопросы, которые ну, у вас решаются одним образом, у нас другим. У нас, например, подключение к электросетям либо какой-то инфраструктуре, да, ну, традиционно считается, что вот надо сейчас электронную заявку подать, электронный документооборот и так далее. У нас это дольше получается. Проще через дорогу перейти, подать заявку, там все живой человек тебе объяснит, поправит ошибки и так далее, а не компьютер будет несколько раз тебе эту заявку возвращать. У каждого по-разному. Вот опыт разный. И для его обмена лучшими практиками, повторюсь, да, вот ошибками какими-то, болью, другими вопросами. И ради этого мы обязательно, в том числе, приедем на форум. Обязательно приедем. Ну, мне здесь понравилось. То есть сотрудничество с Якутией продолжится? Я думаю, что вплоть до реализации каких-то совместных проектов и, возможно, написания грантов и реализации каких-то в рамках грантовой поддержки совместных проектов и с Якутией, и по Дальнему Востоку. Такое сотрудничество, ну, возможно, я думаю, что оно будет. Михаил Юрьевич, спасибо за беседу, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо большое. Это была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь на нашем телеканале.